На Якутской ГРЭС-2 произошла авария. Такова легенда командно-штабных учений. Персонал действовал согласно инструкции по ликвидации аварийной ситуации. В спасательной операции по тушению возгорания и взрыва участвовали также подразделения МЧС и Министерства внутренних дел. На месте событий побывал мой коллега Виталий Прокопьев. На счету каждая секунда. Быстро нужно и двигаться, и думать. На Якутской ГРЭС-2 объявили учебную тревогу. Произошла условная авария. Пока первая команда заходит внутрь очага возгорания, с другой стороны здания медики выносят пострадавшего. Бригада быстро разворачивает пожарные шланги. Работают четко и слаженно, как единый организм. Давление воды. И вот уже спустя пару минут возгорание начинают тушить. Именно так происходит ликвидация аварии. Здесь задействованы все подразделения МЧС, МВД и сотрудники Якутской ГРЭС-2. Они демонстрируют свою физическую подготовку, силу и скорость. Ведь когда произойдет реальная авария, времени на раздумья просто не будет. Спасательной операцией руководит начальник караула лейтенант Игорь Слепцов. За 15 лет службы в МЧС он сотни раз участвовал в подобных тренировках и реальных пожаров потушил не меньше. Сегодня прошли командно-штабные учения ГРЭС-2. Также отработали спасение людей и тушение трансформаторного масла. Отработали удовлетворительно. Замечаний нет по личному составу. ГРЭС-1, как и ГРЭС-2, являются одними из самых опасных объектов. Там может произойти не только возгорание или взрыв. Например, здесь отработали развертывание поста радиационного и химического наблюдения, чтобы показать готовность к такой атаке. Есть еще тесты различные, которые у нас тестируют воду и почву. Настоящая подготовка к гражданской обороне. Сотрудники станции в полной экипировке на посту. Это у нас противогазы гражданские, фильтрующие ГП-7, респираторы и костюмы защитные Л1. Такие учения проводятся по всей стране. Идет проверка, насколько хорошо подготовлены сотрудники на случай реальной угрозы. К действиям к данной тренировке привлечены органы управления всех уровней, которые ведут общий сбор, обмен и взаимодействие по обмену информацией. Безусловно, в рамках тренировки мы проверяем средства связи, оповещения населения. Подобные учения важны и проводятся регулярно, ведь в любой момент ситуация на таких объектах может выйти из-под контроля, а это уже угроза для населения. На этот раз команды сработали на отлично, что помогло быстро ликвидировать условную аварию. Виталий Прокопьев, Максим Бурцев. Вести. Якутск.